Зураб Ачбаих Цхуадуне Кумчрада центре, Апснахадырны Япцоу стратегия Царакур центре, Асипшай Пылракуан, Загими Пыргахан, Ахаусхан, Дачетеман излачавёз. Уйпи Азгын Апсна Апсабарат ресурскур тагыла защи зепшроу атом. Убас Апсабарат ресурскуа, а экология аспекта темала, дук кылыт, а профессор, а физика-математика Цара Дыракур доктор Январбей Экба. Ерей Хейт Апсны и Шихо, и Матимку, а экология Вадайракуа. Уртишруаку, Хакуша Мукша Ихо, Апсабара Акашра. Мы не занимаемся утилизацией своих отходов. Проблема полностью пущена на самотек. Идут ливневые дожди, идут, значит, эти паводки, все это смывается в море. И таким образом конечным пунктом, который все это терпит, является море. Выработать общую стратегию для того, чтобы очистить уже предельно загрязненное море. Если мы этого не сделаем, в ближайшие 15-20 лет мы потеряем Черное море. Купаться там нельзя будет, живности там не будет. В 1965 году в Черном море было 23 вида промысловых рыб. Сейчас их 5. В 5 раз сократилось, значит что? Условия, биоресурсные условия, значит, ухудшаются и резко ухудшаются. Я не очень разделяю пессимизм ЭКБА в части вот такой мрачной перспективы нашего бытия в дальнейшем. Мы являемся тоже частицей того, что происходит сегодня природных изменений в мире. С другой стороны, мы все прекрасно понимаем о том, что даже утилизация тех же самых бытовых отходов, у нас ежегодно растет население, слава богу, ну и, соответственно, растет потребление. Естественно, у нас появляются продукты переработки, которые мы должны утилизировать. Тоже требует серьезных, больших капитальных вложений. Здесь комплекс взаимосвязанных проблем. Для того, чтобы условно потребить, нужно взять это из природного ресурса. Для того, чтобы утилизировать, нужны деньги. А деньги, естественно, тоже можно заработать только тогда, когда ты можешь рационально, используя природные ресурсы, превращать эти ресурсы в деньги. Тут взаимозависимость прямая. Айпылара хакукас яман апсна апсабарат ресурс курыга зари урт анхами тусача рахархори раззараква рыштахра. Апшма дария традиция хепи амтая тема ладук кылайт хави хуацай профессор атурухт псара дыраквар доктор Валерий Бегуа. Ира ишазгуитаз ала анкен хави абнара яха дейча хаван дахдзаван. Анхайбзия абна убриякын задахдзаван. Теныллус амтазе Иказаиха, Ачутейхон, и Магралак Зергема, и Визензакнам. Ацла Квашар Ходшон. Ацла Пихо Зерге, Тазыгулос Пихомус, и Пихос Зитахаз Асабазуна. Данбаглой нас Абаси Пшухо, Ейпшу, Апсохаза, Айвлар Загир Зепшу, Ахванткарат Цакзмо, Уска Нахазбу, Уска Ханажуамтаза, Волотахла, Ачухара, Ханагослак. Ажәахә ҟаҵаҩцәа доусур темақәа хазын, аха зегьы аԥсабаратә ресурсқәа ирыдҳәалан. Апрофессор аекономикатә ҭҵаарадырақәа рдоктор Валери Кәарҷиа итема азкын аԥсуа қыҭа аиҭаира. Иара иазгәеиҭеит адирективтә планҟаҵара ишазыхынҳәтәу. Даҽакала иаҳҳәозар, азин-дыратә мчра змоу апланқәа реиҿкаареи анаҩс урҭ рыдкылареи. Мировой опыт цивилизованных стран, цивилизованной рыночной экономики давно указывает на необходимость государственного регулирования сельскохозяйственного производства. Хочу обосновать мысль о том, что нам нужно возвращаться к директивному планированию. Ну да, некоторые оппоненты говорят, что если мы будем переходить к государственному планированию, к директивному планированию, это пахнет социализмом. А что плохого в социализме? Да, директивное планирование – это
один шажок, но это еще не социализм. А то рухдут за змах капсу, котока рухна обстазаруется, сайчкара зихон, а экономика жопа старахил. Айпыларами пысуан астратегия цара курцентр инуски зевшок сазаимев нагараны его от цара тусура план и накурфена. Налач Хинджиреев, Роберт Ламия, Руслан Орлов, Апсу телехопшра.